Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут периодически выводить номера телефонов. +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединиться к нашему эфиру, использовав программу Skype, адрес которого вы также видите на экранах ваших телевизоров, atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну и я рада представить гостя нашей студии Изет Гданов, временно исполняющий обязанности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым в 2018-2019 году. Селям алейкум, Изет ага. Алейкум селям. Давайте с вами нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Украина может создать местные власти в Крыму в экзиле. Такую идею поддерживает и вице-премьер Алексей Резников. Об этом он сказал во время пресс-конференции «Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя». Давайте послушаем его прямую речь. Сама ідея створення сьогодні на підконтрольній уряду території України органів влади, місцевої влади, які почнуть свою роботу зразу з моменту деокупації, відповідно реінтеграції вже безпосередньо на тих територіях, це ідея, яка абсолютно мною підтримується. Ми так само зараз думаємо над тим, щоб створювати, наприклад, вздовж біля лінії дотику, от як сьогодні існують, там у нас вже прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, тобто правоохоронні органи Криму, вони є, і вони займаються своєю діяльністю. Чому б дійсно не створити місцеві органи, які би приймали сьогодні громадян, вирішували би їх питання. І як тільки відбудеться момент звільнення територій, це буде якраз той кадровий потенціал, який почне зразу з колес працювати, забезпечувати безперебійне життя населення, яке сьогодні є в заручниках на тих територіях. О создании местных властей, о создании правительства Крыма в экзиле крымские татары уже говорят на протяжении 6 лет. Вот давайте представим, что перед вами сейчас сидит абсолютно неподготовленный человек, который так пунктирно, возможно, отслеживает события Крыма, и когда он слышит о целесообразности создания местных властей или правительства в экзиле, возникает вопрос, зачем? Как бы вы меня убедили? Ну, первое, что позиция вице-премьера очень правильная. Он понимает, что это уже хорошо. Мы действительно неоднократно говорили о том, что необходимо создать правительство на территории материковой части. Для чего это нужно? Первое, статус автономной республики Крым в Украине имеет одна территория. Это автономная республика Крым. Все остальное это области. Здесь я юридический момент хочу осветить, что назначить руководителя и руководителей подразделений структурных в Крыму невозможно сегодня по тому законодательству, которое действует по Крыму. Крымское правительство должно назначать глав Совета Министров. Крымская Верховная Рада Крыма, парламент Крыма, который на сегодняшний день нелегитимный. Это значит, что мы завтра, оккупант выходит с Крыма, мы не можем законно зайти и осуществлять администрирование на территории Крыма. Почему? Потому что Совет Министров по действующему законодательству мы не сможем назначить, определить. Выборы сразу не готовы провести, потому что оккупант завез порядка 1 миллиона граждан со стороны России. Многие граждане наши, граждане Украины достигли возраста, который разрешает им проголосовать, но они не могут в связи с тем, что не у всех есть документы государственного образца. То есть мы не готовы к выборам пока. То есть необходимо, а уже нужно принимать решение с первой минуты перехода административной линии разграничения. Уже необходимо будет принимать решение в Крыму. То есть это говорит о том, что мы сегодня, еще вчера на материке должны были создать орган местной власти, орган исполнительной власти в Крыму, это Совет Министров Автономной Республики Крым, определить структурно, что необходимо для работы здесь на материке, какие структуры необходимы, какие структурные подразделения необходимы для работы в направлении реинтеграции и деоккупации Крыма. Это кадровый потенциал. Действительно, у нас есть проблема с кадрами. Почему? Потому что, вы знаете, порядка там 40-50 тысяч граждан в общей массе покинули в связи с оккупацией Крыма и сейчас находятся на материке. Здесь необходимо создавать потенциал кадровый. Необходима координация тех органов государственной власти, в том числе и правоохранителей, которые работают и созданы уже на материке. Координация отсутствует.
Почему? Потому что, вы знаете, в областях есть глава администрации, которая периодически, системно ведет работу с ними. По Крыму такая ситуация отсутствует. И люди должны быть подготовлены и владеть ситуацией, которая сегодня на территории временно оккупированного Крыма. Быть готовы, какие шаги, кто конкретно за какую территорию, за какое направление отвечает. Направлений очень много. И в любом случае необходимо создавать правительство, чем быстрее, тем лучше. Ну, вот вы вот про юридические моменты, да, когда говорили, на самом деле есть же правовая коллизия в вопросе воссоздания крымского правительства в экзиле. Если представить, что мы создаем на материке Совет Министров, то, согласно Конституции Автономной Республики Крым, он не может быть создан без участия крымского парламента, потому что глав Совета Министров должен назначать крымский парламент. И если мы создаем правительство в экзиле, то мы здесь не можем просто, согласно Конституции Украины, обойтись без участия крымского парламента. Вот такой тупик правовой получается? Или как-то нужно вносить какие-то изменения в Конституцию Украины? Как это можно имплементировать? Мы в представительстве президента это направление изучали, у нас есть определенные наработки. Здесь действительно та нормативно-правовая база, которая есть по Крыму, она не позволяет вот прям сегодня назначить. Необходимо закон, который Верховная Рада должна принять по Крыму. В любом случае. Почему? Потому что, я повторяюсь, у нас нет возможности, не будет возможности воссоздать это даже после того, как оккупант выйдет. А какой это должен быть закон? Что он должен регулировать? Это, как пример, я приведу пример. Здесь должно быть по примеру областей, когда по согласованию с Кабинетом министров Украины, например, указ президента о назначении премьер-министра Автономной Республики Крым, в том числе и город Севастополь будет. И тогда уже премьер-министр формирует необходимый нормативно-правовой акт на уровне Верховной Рады Украины, который позволит на переходной период подготовка к процессам деоккупации и реинтеграции, решение проблем людей, которые переехали на материковую часть Украины, решение проблем людей, которые сейчас проживают на территории Автономной Республики Крым и требуют решения вопросов, связанных с образованием, связанных со здравоохранением, социальным направлением, с документами, это с административными услугами. Эти все процессы необходимо систематизировать. И для этого просто необходимо создать правительство как орган исполнительной власти по Крыму. Ну вот давайте обсудим, какие бы вопросы мог решать Совет Министров на территории материковой части Украины. Какие задачи бы мог решать Совет Министров на материке? Тут я начну с того, что прежде всего координация. Координация как по примеру областной администрации, вот, чтобы всем было понятно. Координация структур по Крыму. Потому что каждое направление, полиция, вы знаете, она сконцентрирована, полиция Крыма сконцентрирована в Херсонской области, контролирует пункты пропуска. К сожалению, Азово-Черноморское региональное погрануправление переехало в Одессу, хотя это крымское подразделение. Оно должно было базироваться в Херсоне, оно и базировалось. Это совсем недавно они переехали в Одессу, это плохо. Далее у нас есть прокуратура Крыма, у нас есть служба безопасности Автономной Республики Крым, которая в Херсоне работает. Это достаточно большая системная команда, которой необходимо работать по направлениям. У нас поступает информация о ситуации в Крыму. Вы знаете, что у нас есть те процессы, к которым мы должны быть готовы. Это электроснабжение Крыма после выхода оккупантов, это водоснабжение Крыма. Мы должны четко понимать, кто у нас за какое направление будет отвечать, плюс территориально. Всегда Крым был таким регионом тяжелым относительно других областей Украины. И сейчас он еще стал таким, знаете, специфическим. И к этим процессам необходимо готовиться. Не получится назначить человека, который раньше был в Харькове, его просто попросить быстренько назначить, и чтобы он там управлял ситуацией. Вы знаете, что Крым всегда остро воспринимал людей, которые приедут с материковой части Украины и управляют. Они их воспринимали как людей, которые сейчас каденцию отработают и вернутся домой. А здесь еще острее ситуация, потому что люди наши находятся в заложниках у оккупанта, и они очень все это тяжело и болезненно переносят. И здесь необходимо это все чувствовать, понимать. А те люди, которые никогда в Крыму не были, они это не поймут. И не имеют информации, не имеют той боли и не имеют такой мотивации, как те, которые покинули Крым и хотят вернуться домой. Далее, кадровый резерв. Кадровый резерв необходимо готовить. Именно готовить на определенной площадке. И здесь ничто не может быть лучше, нежели площадка именно
органы исполнительной власти крымского направления. Не даст опыт даже центрального органа исполнительной власти, там достаточно много направлений по всей Украине, по всем областям. Здесь узкая спецификация будет, узкая работа в части, я бы ее разделил на направления, это которое сегодня готовится, сегодня решаются те проблемы, которые мы можем решить, а мы их можем решить с помощью сопряженных структур здесь на материке, чтобы наши граждане не чувствовали себя брошенными, либо что Украина отворачивается, либо там не решают эти проблемы. Это можно все решать, но для этого должен быть орган, куда человек должен прийти и 100% знать, что ему помогут. Это когда мы в представительство президента в 2017 году зашли, мы начали с того, что горячая линия. Дали возможность гражданам из Крыма хоть ночью дозвониться, чтобы получить консультацию, чтобы они обратную связь имели, чтобы мы имели возможность, как чиновники, выйти на ту структуру, будь это пограничники, будь это служба безопасности, разобраться, в чем проблема, и люди чувствовали себя защищенными. Знаете, это большой был плюс тогда. Вот так вот и должно быть. Но в отношении территориальности здесь бы я сказал, что и в Херсоне, и в Киеве должно быть подразделение, как это с представительством президента. На сегодняшний день, к сожалению, представительство президента, руководство переехало в Киев. Хотелось бы видеть, мы неоднократно говорили о том, что там должен быть зам все-таки в Херсоне. Почему? Потому что люди именно обращаются к политической фигуре для того, чтобы решить нестандартный вопрос, связанный с непосредственно проблемами в Херсоне. И далеко, когда руководитель, это плохо. Вы же работали в Совете министров в Крыму еще до оккупации. И вы наверняка знаете лучше, чем я, что тогда в Совете министров был целый ряд ведомств с довольно большим штатом. Да? Там в свое время количество вице-премьеров, если я не ошибаюсь, колебалось от 4 до 9 даже человек. Да, очертите мне контуры. Как вы видите будущий Совет министров? Как он должен создаваться? Какой функционал должен быть в этом Совете министров? Я вам очертил те направления, те задачи, которые должны стоять перед органом исполнительной власти. Саму структуру необходимо адаптировать именно под задачи. Это, естественно, не та структура, которая была до оккупации. Она не будет работать, естественно, она и не нужна такая. Здесь появляется направление международных связей, которые, например, не было тогда. Почему? Потому что не было такой необходимости, и тогда права не было у органа территориального заниматься международной политикой вообще какой-либо. А сейчас у нас это просто необходимость в направлении Крыма. Здесь задачи, которые связаны с социальным направлением, здесь на материковой части Украины однозначно структура. Здесь должна быть стратегическое планирование, потому что то направление, которое предусмотрено, это реинтеграция, деоккупация, требует подготовки, как кадровой подготовки, так и программной подготовки. У нас говорят, у нас вот отсутствует стратегия деоккупации, реинтеграции. Ее необходимо разрабатывать. Но это такой документ, который требует постоянных изменений. Невозможно сделать документ и сказать, все, сейчас я его исполню, и Крым будет освобожден. Конечно же нет. И здесь работа будет включать в себя работу с органами исполнительной власти центрального аппарата и Рады национальной безопасности и обороны. Все это в комплексе даст возможность системно подойти к вопросу деоккупации, реинтеграции Крыма. Это будет сигнал, как и нашим гражданам в Крыму. Это важно, потому что мы уже скоро 7 лет оккупации, и мы, знаете, люди теряют надежду. Люди теряют надежду. Это будет сигнал для них, что никто тут руки не опускает. Мы идем вперед, мы готовимся. Это будет также неожиданная деоккупация, как и оккупация в 2014 году. Просто проснутся и пойдут процессы, и очень в активной фазе. Что касается сигнала, я бы еще сказал, что это даст сигнал нашим международным партнерам, что мы не собираемся это рассматривать после Донбасса или вообще потом когда-нибудь. Нет. Вопрос оккупации Крыма и вопрос реинтеграции, деоккупации Крыма и реинтеграции Крыма – это вопрос, я бы сказал, первоочередной для страны. Почему? Потому что, я повторюсь, оккупант сделал ситуацию на Донбассе такую, какая она есть сегодня, чтобы не говорили о Крыме. Какие позиции должны занимать крымские татары в Совете министров? Управленчество. Премьер-министр крымский татарин? За всю историю автономной республики Крым премьер-министра крымского татарина не было. Я считаю, что это должно быть. Почему? Потому что крымские татары сегодня, как коренной народ, выступили с жесткой и четкой позицией, сегодня страдают за это. Они должны понять, что Украина сегодня другая.
Украина сегодня не та, которая была, не сателлит Российской Федерации, которая работала над тем, что крымских татар не допускать к реальной власти. Если бы у нас была реальная власть тогда в Крыму, в ключевых структурах политических, ключевых структурах правоохранителей, я уверен, что никакой бы сдачи Крыма не было, потому что родную землю никто бы не сдал. Сегодня вот Алексей Резников заявил, да, сказал, что Украина должна и готова, и необходимо создавать местные власти в экзиле. Но заявление это хорошо, но чиновническое желание сегодня во власти украинской есть к созданию правительства в экзиле? Кто может этому попрепятствовать? Ну, если у Резникова есть позиция на самом деле, и он готов к действиям, мы со своей стороны максимально будем включаться в процесс помощи этому хорошему направлению. И здесь это его ведомство, которое он возглавляет, оно является профильным. Если оно подготовит ведомство такой законопроект, который позволит законно назначить, определить и назначить Совет министров Крыма, и определить его функционал, задачи, полномочия, учитывая вопросы именно силоденния, то я не думаю, что будет препятствие со стороны Верховной Рады. Почему? Потому что это будет откровенная, знаете, пророссийская позиция, наверное. Кто будет препятствовать воссозданию на материке правительства, пусть обоснует, почему нет. Смотрите, на материковой части Украины, вы вот упоминали выше, есть ряд структур по Крыму. Это и постоянное представительство Украины в Крыму, прокуратура Автономной Республики Крым, Главное управление МВД, Служба безопасности, был орган уполномоченного президента по вопросам крымско-татарского народа. Это и министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. За 6 лет насколько эти структуры, по-вашему, стали полезными для крымчан по обе стороны перешейка? Что касается правоохранительных структур, вы знаете, они документируют преступления на территории Крыма, они работают в этом направлении. Хорошо или плохо, здесь можно говорить об этом очень долго, но то, что СБУ находится на территории Херсонской области и реально документирует факты, и задерживают людей, и доводят дело до суда. И вы знаете, много прецедентов. Вы знаете, что у нас даже имущество Российской Федерации, бизнеса, корабль «Механик Погодин» был арестован. То, что это все работа именно в том числе и крымских структур. Национальная полиция по Крыму работает на территории. Вы знаете, что все структуры, которые в Херсонской области, многие из них, такие как, допустим, Державная фискальная служба, она стала в том числе и Автономной Республики Крым. То есть уже сегодня для наших граждан есть возможность обратиться в налоговый орган для открытия бизнеса, для получения каких-то документов, для закрытия бизнеса, который был ранее открыт. То есть это полноценная структура, которая на базе Херсонской фискальной службы, это все плюсы. Но, я повторюсь, отсутствует координация. Вся координация замкнута на администрации в любой области. Я вот поэтому и спрашиваю. Необходима координация. Когда будет координация, работа будет усилена. Вот в рамках работы представительства президента 18-19 года функции координации отчасти брались именно на представительство президента. А вы знаете, с нашей было инициативы перенесены на полиции из Одессы в город Херсон, и сразу эффективность работы в крымском направлении была увеличена по направлению полиции. Уже пошла синхронизация работы между полицией Крыма и Службой безопасности Крыма. Азово-Черноморское региональное управление крымское работало. Необходимо это все координировать. Ну, вот отсутствие координации вы очень правильно отметили. И вот на протяжении этих 6 лет, если оценивать работу ряда ведомств, многие эксперты очень критически оценивали эффективность вот этих структур. И даже если говорить про прокуратуру Автономной Республики Крым, вы помните, когда переквалифицировали уголовные дела там со 110 на 111 и так далее. Да. И вот если мы создаем вот такой вот административный левиафан на материковой части Украины в виде Совета министров, где гарантия, что она будет эффективной? Во-первых, здесь вообще вопрос ставить о том, что она не будет эффективной, поменять руководство надо, чтобы она была эффективной.
Что касается необходимости, однозначно необходимо. Почему? Потому что нас никто не поймет. А где наша подготовка? Мы говорим только Крым – это Украина, это добре. А какие наши действия, как государство, кому принадлежит эта территория, какие действия? Вопрос простой. Завтра Крым свободен. Как? Вы же правильно отметили, что мы не сможем назначить, мы не сможем выборы провести, все эти процессы длительные. А оккупанты, вы же понимаете, свет отключат быстро. Кто будет обеспечивать? Кто вообще будет обеспечивать безопасность? Какое количество людей завезли? Где правоохранительных структур нам не хватит крымских для того, чтобы закрыть все направления? Я не думаю, что к этому идет подготовка именно территориально. Кто отвечает за какой участок? В Крыму. А Крым очень специфический. И мы, как государство, обязаны мгновенно включиться в работу, мгновенно, а не спорить. Знаете, когда был в 2014 году смена власти, вы знаете, процессы, была революция гидности в Украине, и долго думали, кто будет премьер-министром Крыма. Вы помните тот момент. Оккупанты воспользовались всеми этими процессами. Вот еще одну тему, которую я хотела с вами обсудить. Опять же, на этой пресс-конференции представили разработанные актуальные ориентиры государственной политики по временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя. В совместном документе определяется единый государственный подход к использованию терминологии, а также определяются позиции по основным вопросам: гражданству, политических заключенных и военнопленных, статуса и защиты коренного народа Крыма, крымских татар, а также определение незаконных органов власти и водоснабжения полуострова и другие. Об особенностях установления точной терминологии рассказал постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Давайте его послушаем. Да, не послушаем Антона Кореневича, но, собственно, вы видели, наверное, да, эту программу «Актуальные ориентиры государственной политики». Что вы думаете? Я думаю, полностью поддерживаю. Правильная позиция. Действительно необходимо доносить до всех государственных структур, если, к примеру, представительство президента, те органы, которые по Крыму, они владеют информацией, а все остальные, они точно не могут высказать позицию, даже название. Вот, что сегодня, какой статус у Автономной Республики Крым? Это оккупированная территория, временно оккупированная территория. Это аннексия или спроба аннексии. Это очень нужный документ, и я слышал позицию, что через будут при повышении квалификации государственных служащих будут этот материал изучать. Это правильно и очень полезно. Про Крым хотела с вами еще поговорить. Любое государство, которое не признает незаконной оккупации Российской Федерации, может нести вклад в деоккупацию Крымского полуострова. Такое мнение в интервью «Крым Реалии» высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте его послушаем. Я бачу у складі цієї платформи щодо деокупації Криму доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Російською Федерацією, може зробити внесок у його деокупацію різними шляхами. Хтось може грати провідну роль посередника, як Німеччина відіграє у Мінському процесі і нормандському форматі. Хтось може робити це, голосуючи правильно за відповідні рішення міжнародних організацій. Але це настільки комплексна, складна історія, що в ній знайдеться роль для кожного. Нам кожна країна може допомогти. Але хочу зазначити, жодна країна світу не робить для окупованого Криму більше, ніж Україна. Вот во Франции хотели бы предоставить приоритет Донбассу из-за того, что там есть жертвы. Посол Франции Этьен де Понсен заявил, что в его стране готовы ко всем предложениям по Крыму. Однако сначала они хотели бы предоставить приоритет Донбассу. Об этом он заявил в интервью РБК «Украина». Предлагаю послушать его. Тому що там, на Донбасі, відбуваються певні процеси, там не дотримуються перемир'я, там з'являються жертви, про що я вже говорив раніше. Тобто спочатку Донбас, а Крим буде потім. С нами сейчас на прямой связи председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Рифат ага, ну вот вы сейчас у нас в студии Изет Гданов, вы видите, да. Салям алейкум. Да, Рифат ага, вот вы сейчас послушали фрагмент из интервью «Крым Реалии» министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
И вы помните, когда он посещал Берлин, там на пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом они говорили о том, что нужно создавать платформу по неизбежной деоккупации Крыма. Вот что вы думаете относительно такой платформы? Какие страны могли бы принять участие в этой платформе и обсуждать деоккупацию? Ну, не думаю, что я сейчас должен детально размышлять, если хотите фантазировать на эту тему. Понятно, что если такая площадка будет создаваться, где будет обсуждаться Крым, а обсуждаться он может быть только лишь с одной целью, это для решения вопросов деоккупации и реинтеграции Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом. Если такая площадка будет, то понятно, что на этой площадке не обойтись без Соединенных Штатов Америки, не обойтись без Великобритании. Видите, я уже назвал двух участников Будапештского меморандума. Да. Разумеется, не обойтись, наверное, без Франции, потому что Россия будет настаивать. Но в любом случае создание такой площадки зависит от того, как заставить Россию сесть за стол переговоров по Крыму. Если исходить из результатов берлинской встречи советников, глав Нормандской четверки, я могу сказать, что приближение к вопросу о том, что нельзя разрывать вопросы восстановления национального суверенитета, государственного суверенитета Украины над отдельными районами Донбасса и временно оккупированным Крымом, такого понимания еще не происходит ни у участников нашей делегации, ни у участников делегаций других стран. И это сейчас подтвердил министр иностранных дел Украины господин Кулеба, когда, в принципе, он озвучил, я его здесь прекрасно понимаю, он озвучил те подходы, которые сейчас доминируют как в ходе и самой нормандской встречи, когда собираются лидеры, там они все как от черта от Ладана бегают от крымской темы. Так, разумеется, происходит, когда собираются их помощники или эксперты. Ну, вы знаете, что своими поправками в Конституцию Российской Федерации сейчас Россия сделала невозможным и неконституционным любые вообще переговоры, любое обсуждение по передаче земель. Вот в данном случае можно ли будет привлечь Россию как-то к такой переговорной площадке, и что может заставить Путина сесть за этот стол переговоров? Я думаю, что неправильно, когда мы тоже даем в эфир такое месседж, что Россия сделала невозможной, Россия своими поправками создала какие-то препятствия. Слушайте, мне всего чуть больше 60 лет, я уже пожил при нескольких конституциях, в том числе 2 конституциях Советского Союза. Что там только не было записано, когда наступило время, и этот союз развалился как карточный домик. Нам надо сделать все для того, чтобы Российская Федерация возвратилась в рамки международного права, а не смотреть, что она себе записывает, какие-то свои бумажки. Если для того, чтобы Россию заставить возвратиться в нормы международного права, необходимо ее развалить, значит, ее надо разваливать, чтобы народы, подавленные Российской Федерацией в середине своих границ, наконец-то обрели свободу. Это Татарстан, Башкирия, Удмурты, Коми, я могу их буряты, Ичкерия, Ингушетия, и свободно вздохнули соседи нынешних границах Российской Федерации. Грузия, Украина, Армения, Болгария, которые еще не подвергли, слава богу, нападению, но все может быть, если Россия будет дальше сохранять такую свою агрессивную политику. Ну а каким образом? Вот у нас есть очень много решений международных судов, международных инстанций. Есть огромное количество резолюций с призывом к Российской Федерации немедленно покинуть территорию Украины, покинуть территорию Крыма, покинуть территорию Донбасса. Однако Российская Федерация с нигилизмом относится к международным решениям, к западным директивам. Да? И каким образом, вот как вы думаете, как можно ее все-таки вынудить
вынудить, как повлиять? Есть ли у международного сообщества сегодня вот этот спектр инструментов давления на Россию, в результате чего она вернется в международное правовое поле? Инструменты есть для того, чтобы заставить Россию возвратиться в рамки международного права, но по силу многих причин нет политической воли у ведущих европейских государств для того, чтобы эти инструменты применить. Значит, нам как Украине, надо продолжать свою политику, свои действия для того, чтобы попытаться максимально консолидировать европейское сообщество. Как? Ну, мне представляется, что провал, я так понимаю, берлинской встречи на уровне советников, просто об этом никто не решается говорить, да, в принципе, не надо говорить, но я вот очень внимательно читаю главы российской делегации Козака, Да. вот я взял с российских сайтов, и очень внимательно смотрю то, что дает администрация президента Украины. Практически одно и то же, только очень разными словами. И, ну, вот, чтобы просто ваши телезрители тоже услышали. Козак говорит о том, что разговор выдался обстоятельным, но без прорыва. Удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в Донбассе. Удалось приблизиться, но не остановить боевые действия. Или о том, что о новом саммите лидеров Нормандской четверки Козак говорит, говорить пока очень-очень рано. Я его процитировал, его слова. Это говорит о том, что Путин пытается максимально выжать из других стран Нормандской четверки, в общем-то, исполнение своих условий. Ну, чего греха таить? Они требуют от нас, чтобы мы внесли в Конституцию Украины положение об особом статусе отдельных районов ДНР и ЛНР. Фактически они хотят, чтобы мы своими руками внесли федеративное устройство Украины, да еще с такими правами этих вот отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые в любой момент могут просто обрушить само развитие украинского государства. И многие другие вопросы. Путин идет на новый такой виток шантажа и ультиматумов. Он думает, что 1 июля, так называемое обнуление, в ходе которого они приписали 27 миллионов российских голосов в копилку, он думает, что это ему дает такое право. Немножко еще и Франция, и Германия, пусть они еще немножко, натерпятся от нахальства и агрессии Путина. Рано или поздно Европа придет к тому, что иного способа остановить бандитское государство, которым является сегодняшняя Россия, как силить санкции и ужесточить их, другого способа просто нет. Вот вы сказали про ультиматумы Дмитрия Козака, и действительно он об этом и открыто заявил. И он сказал, что для проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов. Давайте вместе послушаем, что он сказал. Про зустріч на рівні міністрів мови не було, а були спроби визначити конкретні дати зустрічі на вищому рівні. Але про це говорити поки дуже рано, тому що необхідно виконати в повному обсязі, а це величезний обсяг роботи, перш за все з боку України. Ті рішення, які були прийняті на саміті 9 грудня, це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, а й узгодити з Донбасом. А це теж непросто. Ну вот президент Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе принятие закона об особом статусе Донбасса. И вот что сказал гарант Конституции. Ніхто від України нічого не може вимагати. Ми незалежна країна. Мені здається, що тут всім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше, що це міжнародна риторика. Що стосується зустрічі помічників в рамках нормандського формату, скажу вам відверто, поки що я не готовий це коментувати. Мені сказали, що дуже непогано пройшла зустріч. Предметно.
Рифат Ага, что вы думаете о перспективах следующей встречи 4 лидеров в нормандском формате, если вот сейчас выдвигаются вот такие ультиматумы со стороны Российской Федерации? Это, в принципе, было и в прошлый раз с разведением войск, с подписанием формулы Штайнмайера, но в этот раз идет речь о изменении Конституции. Президент Украины абсолютно прав, когда говорит о том, что никто не имеет права указывать Украине, как и что, ну, скажем, вписывать и в свою конституцию, и какие принимать решения в отношении собственного развития. Но этого мало только ограничиться тем, что никто не имеет права. Абсолютно мы никому этого не позволим, но надо самим начинать что-то делать. И вот в той ситуации, ну, можно себе представить вот тот шантаж и ультиматум, который звучал в словах Козака, а это, я еще раз повторяю, очень близкий к Путину человек. Он просто продекларировал, озвучил то, что сказал бы Путин. Нам надо было... Эту ситуацию можно представить как бандита, который замахнулся ломом. И сейчас надо изящно просто уйти из-под этого удара и действительно внести в Конституцию изменения, что касается статуса автономной республики Крым. И, соответственно, вогнать этого бандита с ломом в ту ситуацию, когда он должен будет просто крепко задуматься, что ему дальше делать. Просто отсиживаться, отмалчиваться по Крыму — это наносить ущерб самому украинскому государству. Я бы предложил бы всегда давать асимметричные ответы. Для бандитов, которые привыкли думать одной извилиной, которая предполагает только лишь применение силы, асимметричные удары часто их выводят из строя. Чох сағылыңыз, Рифат Ага. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на прямой связи. Сағылыңыз. Относительно переговорной площадки по Крыму, как вы думаете, какая это должна быть платформа? Ну, те страны, которые назвал Рифат Ага, однозначно здесь те страны имеют определенные инструменты давления на Россию. Я считаю, что здесь должны быть страны Черноморского бассейна однозначно. Почему? Потому что контроль над Черным морем Россия милитаризирует Азов, милитаризирует активно Черное море. Это угроза не только для Украины, это угроза и для Турции, и вообще для всех стран Черноморского бассейна. Однозначно, я считаю, что здесь должны быть те страны, которые потерпели агрессию со стороны Российской Федерации, как Молдова, как Грузия. Здесь есть определенный опыт, есть определенная мотивация. И я считаю, прежде всего, Украина должна активно работать именно в направлении Крыма. Вы показали сюжет, где господин посол Франции прокомментировал ситуацию в отношении приоритетности Донбасса или Крым. И он назвал приоритетом Донбасс. Я в начале передачи сказал, что именно такой сценарий запланирован Россией. Именно Россия создала конфликт на Донбассе, чтобы именно международные наши партнеры говорили, а там убивают, а там военный конфликт, давайте поговорим там. То есть ситуация на Донбассе никогда не закончится. Они будут всегда держать в напряженке всех, именно для того, чтобы не создавать платформы по Крыму, именно для того, чтобы о Крыме не говорили, а говорили о горячей точке. Поэтому здесь нужно это все осознать нашим международным партнерам. И самое главное, Украина как государство должна активно работать по Крыму, не просто слова. Вы заметили, что высокопосадовцы, должностные лица Украины, высокопосадовцы начали говорить о Крыме, начали говорить именно с позиции, что Россия агрессор, что крымские татары, они дают правильные месседжи в последнее время. Это поменялось. Это хороший сигнал. Это хороший сигнал. Такого не было. Начинают понимать, что просто поговорить с Россией о деоккупации Крыма или деоккупации Донбасса ни к чему не приведет. Это факт. Как можно говорить без силы, санкционной силы, военной силы, как можно говорить с агрессором о том, чтобы он сам вышел? Он должен проявить милосердие, он не выйдет. Здесь вы говорили о том, что сядет ли Россия за стол переговоров. Да не сядет она сама. Ее должны заставить сесть. А каким для того, чтобы заставить, санкционная политика. Есть инструментарий. Но этот инструментарий задействуют наши международные партнеры тогда,
когда сама Украина поставит приоритет. Сегодня ныне существующие санкции не могут заставить Россию? Нет. Ныне существующие санкции, они действенны, но они на долгую. А на долгую нам играть очень опасно стратегически, потому что 2 миллиона наших граждан в заложниках, и они вынуждены адаптируются под ситуацию. Это есть плохо для процесса деоккупации. Вот смотрите, мы это все время говорим про санкционное давление со стороны наших западных партнеров. Но я бы хотела поговорить про наши внутренние санкции в отношении Российской Федерации. Насколько мы свои рычаги, свое санкционное давление в отношении РФ используем в полную? Никак не используем. А что бы мы могли сделать, и ничего не сделали? Я и говорю о том, что те рычаги, которые у нас есть на национальном уровне, мы не сделали. Например? Мы, например, я сейчас поговорю с вами в отношении конкретики, что мы можем сделать. Вы знаете, что большое Секундочку, можно? Давайте примем звонок в студию. У нас есть звонок, и продолжим по поводу конкретных действий. Алло. 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 Вечер. Да, вечер добрый. Представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Я хотел бы задать вопрос Изету Жданову. Скажите, пожалуйста, как можно понимать действия России, когда она принимает на себя на высоком уровне представителей Талибана, признанных так называемыми террористами по международным нормам и законам, и параллельно с этим громят тех же самых мусульман в Крыму? Спасибо. Ваше суждение. Спасибо большое. Это, знаете, относительно истории. Недавно Нью-Йорк Таймс опубликовали информацию о том, что российская разведка платила Талибану, представителям Талибана, за каждого убитого американского солдата. И потом в Конгрессе США республиканцы, вы знаете, отреагировали на это. И даже в Палате представителей опубликовали доклад с требованием ввести беспрецедентно жесткие санкции в отношении Российской Федерации за спонсирование ею терроризма. Что думаете? Ну, мы же все прекрасно понимаем, никакого, если мы сейчас в разрезе Крыма посмотрим, никакого терроризма никогда в Крыму не было. Безусловно. Безусловно. И здесь политику именно террористов использует Россия для того, чтобы на международном уровне как-то оправдать свои действия в отношении коренного народа, который не признал оккупацию всего лишь. И под этими рамками они сами террористы в международном масштабе, в государственном международном масштабе. Они сами создают такие организации, сами, вы знаете, что они на территории России творили для того, чтобы поднять свои рейтинги, они не считаются ни жизнью, ни с чем. А при этом работа ведется для замыливания глаз международных партнеров, именно делают террористов ни в чем не повинный народ, который массово не признал оккупационный режим. Угу. Это очевидно, и это уже понятно всем. Если раньше с этим приходилось детально разбираться, искать доказательную базу, сегодня очевидно для любого, даже международного партнера, который занимает нейтральную позицию, он прекрасно четко понимает, что делает Россия. Готов ли Запад признать Россию страной, которая спонсирует терроризм? Если мы говорим в разрезе Украины сейчас, я повторюсь, здесь Украина должна делать более решительные действенные шаги. Давайте про конкретные шаги поговорим. Что? Санкционное давление на национальном уровне. Вы знаете, что самый действенный механизм – это экономический механизм, который бьет. Вы знаете, блокада как сыграла для России самой, как утяжелила в экономическом плане содержание оккупированного Крыма для России. Также необходимо работать... Ну, блокаду сделали активисты гражданского общества. Да. Совершенно верно. Ну, я сейчас говорю о том, что рычаги у власти есть, потому что бизнес очень сильно сопряжен с Российской Федерацией. И здесь отработать можно ситуацию очень эффективно. Но для этого необходима политическая воля. Ну и называть Россию агрессором смело нужно. Не нужно стесняться этого. Что касается международных наших экономически, я имею в виду те компании, которые работают по всему миру, они представлены в Украине. И с ними тоже можно поработать, чтобы они не были представлены в Крыму. Эта ситуация неоднократно поднималась, и есть аналитика полная, и все информированы, только действий никаких нет, а есть обходные пути. То есть у нас на самом деле огромный пласт работы на национальном уровне. И это все увидят на международной арене. Это будет очень серьезный сигнал, что играться в полумеры не получится. Необходимо ситуацию либо дожимать, либо признавать, что нет международного мирового порядка. Нет. Есть страна, которая может себе позволить делать, что хочешь.
как много украинских компаний, предприятий работают на территории временно оккупированного Крыма? Тут, знаете, я сейчас не хочу перечислять эти компании, потому что сейчас какие-то перечислю, какие-то не перечислю. Но их много. Есть компании, в том числе и международные компании, которые под прикрытием якобы московских фирм, московских офисов работают там. Но это не освобождает их от ответственности. Они прекрасно понимают, что территория Крыма – это неотъемлемая часть Украины. И может только офис Украины представлять эту компанию на территории Крыма, либо не представлять вообще. Многие международные компании покинули Крым, а некоторые, используя обходные схемы, в том числе и украинские компании. Когда мы начинаем говорить о международных компаниях, нам говорят, а вы знаете, что у вас еще работает украинская компания, которая представлена, которая также обходными путями зарегистрировала какой-то сателлит. Про Титан? Я сейчас говорю, там целый ряд компаний. А сателлит зарегистрировал в Москве, и якобы говорит, что это не они, и спокойно работают. Вы с ними разберитесь, и они правы, когда так говорят. И поэтому говорю, нужно начать с себя. А почему это не делается? Почему закон про СЭС Крым до сих пор не отменен? Почему? Я Сколько просто вспоминаю, говорили? 2 года назад или год назад вы с председателем Меджлиса Крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым пришли на собрание, когда представители России и Украины делили квоту, рыбу в Азовском море. Ну вот что. Так и сейчас поделили рыбу. И сейчас они в Бердянске. Ну, правда, в этом году там по видеоконференции они сделали. Да. Как они это сделали. Скрытно это что происходит. Что хуже. Они взяли, обменялись протоколами и опять-таки позволили ловить рыбу на нашей территории. Это как? Давать квоту нашим морякам. Это как? Использовать, захватив наши институты, которые находятся на территории Автономной Республики Крым. Их представители включены в эту комиссию. Парадокс. Поэтому, когда мы конкретно подводим наших международных партнеров к позициям, у вас есть инструмент, он, пожалуйста, используйте, нам говорят, а вот это что? Поэтому я говорю, на национальном уровне нужно начать с национального уровня. И это тоже работа, в том числе, работа Совета министров Автономной Республики Крым. Подготовка конкретики, пропозиции и уже реализация через центральные органы исполнительной власти. И Раду национальной безопасности и обороны. Вот вы говорили про милитаризацию акватории Азовского моря. Вот мы сейчас с вами про кильку поговорили, да? А может ли сегодня Украина денонсировать вот этот договор от 2003 года об общем использовании Азовского моря и сделать его международным? Я сейчас про механизм денонсирования не хочу говорить, я в этом не специалист, но то, что это необходимо этот процесс начать давно было, однозначно. Мы об этом говорили неоднократно и в письменной, и в устной форме, и на встречах рабочих. Везде мы говорили о том, что это кабальные договора, которые понудила Российская Федерация тогда, в 2003-2004 году, в 1993 году про спільне використання кордона, понудила Украину заключить для того, чтобы, используя у них же берег, очень маленький относительно берега Украины, и они заставили подписать этот договор, чтобы было 50 на 50. И Керчь-Енікальський канал 50 на 50, и бесперешкодное просування на территории Азовского моря. На самом деле это кабальный договор. Это все, практически все, это территория Украины. Более того, сейчас этот кабальный договор они показывают международным партнерам, чтобы по конвенции Монтрео не могли зайти туда корабли третьих стран, и говорят, вы не можете зайти туда без разрешения Украины и России. А Украине просто, Украина же имеет право бесперешкодно, как и Россия, по идее, если рассматриваем действующий этот договор. Да. Они говорят, мы вас не пустим, пошли вон отсюда. Более того, применяют оружие, как тогда у нас было на Керчь-Енікальском канале. То есть здесь уже можно говорить о том, что Украина просто обязана была денонсировать после первой же попытки того, что точно так же, как и Черноморскому флоту Российской Федерации в Севастополе делать чем нечего. вы это объясняете? Тут у нас буквально минутка до завершения нашего эфира. Вот чем вы это объясняете, что это не делается? Это влияние пятой колонны внутри Украины? Это просто отсутствие какого-то чиновнического желания или отсутствие заинтересованности? Что это? Как вы это объясняете себе? Знаете, сложно сказать, что мешает, но однозначно есть те процессы у нас в стране, которые блокируют это все. Ссылаясь на какие-то суды по Керченскому мосту, хотя никакой Керченский мост тут роли не играет, да, почему нельзя денонсировать, я сейчас говорю. Каких-то голосов не хватает, почему вот СЭС Крым нельзя отменить. Что сейчас? Верховная Рада поменялась. Почему не денонсирует, почему не отменит этот закон про свободную экономическую зону? Это парадокс. Какая она может быть свободная экономическая? Это оккупированная территория. Вот есть процессы, вот они стоят. Поэтому я говорю, что здесь должен быть орган, который отвечает за Крым. Его нет, к сожалению. Нет такого органа, который будет координировать всех, и выйдет человек и скажет,
у нас есть проблема. У нас есть пограничники, у нас есть СБУ, у нас есть полиция. Вот наша позиция. Она обоснована. Денонсировать, отменить, принять какие-то нормативно-правовые акты. Сагулмас. Изет Гданов, временно исполняющий обязанности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым в 2018-2019 году, был гостем нашей студии. Сагулмас. Но я вынуждена завершать этот эфир. Эфир телеканала продолжает «Заман». Смотрите, не пропустите Коршкинч.